Поступил приказ однозначно, чтобы они ушли и чтобы население сожгло этот акимат. Солдаты на чужой непонятной войне. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Телевизор Карама, радио Металлома. Не запрещайте, вы сделаете эту песню еще популярнее, еще более известней. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Тяну планету ко дну. Они зовут за собой остановите войну. Когда я пел песню «Остановите войну» столько лет, они ее не так понимали. То есть они хотели остановить какую-то другую войну. Я не погиб во время бомбежек, во время пожаров. Я не горел, я уцелел во время репрессий. Я тогда офигел, что, нифига, на Филиппинах есть панк где-то, так почему его не может быть в Казахстане на казахском языке? Был проклят себе, но остался живой. Остался живой. Я остался живой. Остался живой. Не знаю, я не звонил. Бля, что-то проебал я. Забери, он еще успеет. Он что-то пахали, вряд ли. Может, Добрый вечер, Караганда. Скажи лишь, как я вновь заподозрил в этом что-то не так. Так не бывает, так не честно, так не может быть. Когда вокруг умирают, как ты можешь жить. Там где-то, наверное, в 10-11 классе я уже полностью этим жил. Надо отметить, что это вот конец 80-х, очень криминогенная обстановка была в Актюбе. Вот где мы сейчас ходим по дворам, это были дворы, такие бандитские дворы, они принадлежали дворовым бандам. Появляются там наркотики, там стрелковое оружие, пусть самодельное, но оно пускается в ход. И все это как бы очень негативно влияло на моих ровесников. Если вот в этих дворах походить, то поколение 70-х годов, от 70-го до 79-го, выжило процентов 25. Остальные, то есть те, кто вот не успел уехать в начале 90-х, они потом все стали жертвой массовой наркомании, которая накрыла город в 90-е годы. Я в то время тоже в этой среде находился, но я был начитанным подростком, читал много книг, дома была хорошая библиотека. И тоже вот время музыка, рок-н-ролл, который меня вытаскивал. А как-то в рок-н-ролле, изначально там отношение ко всем этим гопникам было отрицательное. Вообще ко всей этой идеологии, мировоззрению гопнического отношения к миру. Это было очень стрёмно. У Майка Науменко, у Зоопарка была классная песня «Гопники», где об этом всем говорилось. Да, поэтому как-то я так довольно скептически ко всему этому относился, ну и постепенно я отдалялся от всего этого социума подросткового, который был, и сосредоточился на том, что я жил в своем мире. Но мои родители были рады, они мне вообще не запрещали, они видели, что происходит вокруг, как бы во дворах, и они понимали, что как бы увлечение музыкой, оно меня, наоборот, от двора, от этих плохих компаний как бы оттаскивает. Все вокруг напоминает не один страшный сон, в котором я облажал. Ты вскрыл себе вены, печальный штейфель, кровавый будничный сон. Я полюбил всех людей, ведь не бывает
на прошлых детей. Я вручаю медаль за измену Родине, за измену Родине, за измену Родине, за измену Родине. И вот школа 8-я, где я учился, я проучился здесь 10 лет, здесь по тем временам был... Находишься во дворе этой школы, правильно? Да, мы находимся во дворе школы номер 8, бывшая, сейчас это другая школа, 39-я, вроде, если я не ошибаюсь. В этой школе был дом пионеров Фрунзенского района. Раньше Актюбе делился на два района, на Фрунзенский и Пролетарский. И нам повезло, что в нашей школе был дом пионеров Фрунзенского района. При этом в доме пионеров были всякие кружки, и в том числе кружок ВИА, так называемого. И ты в него попал? Да, мы туда как бы пришли, естественно, уже будучи там фанатами рок-музыки. И Как это произошло? Ты пришел это туда? была вообще чудесная история. Пришел, там был такой руководитель, один мужчина, я его до сих пор вижу. И он меня спросил: ты на чем хочешь играть? Я говорю: на гитаре. Он говорит: гитаристов много, держи трубу. И он дал мне какую-то там трубу. Я один день там что-то подудел, так я не понял там принципа всего. И сказал: нет, на трубе я играть не буду, буду играть на гитаре. И вот так получилось, что у нас возник школьный ансамбль, даже не школьный, а классный ансамбль. То есть у нас несколько человек с одного класса, один играл на барабанах, другой на гитаре, там, на басе, на клавишах. И у нас вот был такой ансамбль. И песни, естественно, мы с самого начала стали писать свои. Такие смешные, примитивные, в духе групп ленинградского рок-клуба каких-то, но и играли также какие-то кавера там, на аквариум, на зоопарк, на кино. То есть вот так вот немного учились. В общем, вот здесь все это зародилось. По большой стране, да с пустым мешком, пробирался ночью, прятался днем, по лесам и оврагам, по окольным путям, по облысевшей земле, навстречу солнечным дням. Мы постоянно записывали, как только была какая-то возможность, попадалась, фиксировали свои не выступления, а именно студийные, пытались записать альбом. Но как бы все записи там 92-го года, они были не очень хороши по качеству, у нас не было еще нормальной аппаратуры, там, микрофонов, магнитофонов, но это был опыт. В итоге к году 96-му, 97-му мы так поднаторели в домашней звукозаписи, что, например, вот альбомы там «Колесо истории» или «На нелегальном положении», когда они попали в Москву или в Питер, люди были удивлены, что это было записано живьем там, в квартире, в однокомнатной квартире на бытовые магнитофоны. То есть вы записываете в обычной квартире? В обычной квартире, да. Да. Первый альбом, который официально вышел, он был записан здесь недалеко, на 8-м микрорайоне, в однокомнатной квартире. Это в тот момент какой-то был период, у меня распалась группа, там состав, вернее, на месяца полтора-два. Я с музыкантами другой актюбинской группы, ну, тоже с нашей панк-тусовки, записал альбом «Парашют» Александра Башлачева. У меня накопилось очень много новых песен, которых мне хотелось не записать вот именно их. И где-то за неделю на простой катушечный магнитофон «Астра» был записан альбом. Я нарисовал к нему самопальную обложку, мы ее на ксероксе размножили, сами вырезали, покупали кассеты блоками, записывали и распространяли по стране, закидывали. То есть кому-то знакомым в разных городах. А доходило до того, что просто вот, интернета же не было, мы узнавали, что вот в этом городе есть там такой-то человек, который слушает там рок в Оренбурге. И мы отправляли ему кассету, допустим, с водителем автобуса или с проводником. Звонили ему по межгороду, он приходил, встречал, как бы вот так. И первый вот период наше распространение, то есть мы в магнитоиздате очень плотно поучаствовали, стартовую популярность получили именно благодаря магнитоиздату, тем, что эти кассеты так распространялись. Но и время надо как бы иметь, учитывать, что сейчас, если интернет-альбом выходит, и через неделю он есть везде, а тогда, например, «Парашют» Александра Башлачева до Москвы и до Питера шел 1,5 года. То есть, ну, пока доехал туда. Но зато потом, когда он доехал и попал в нужные руки, он получил как бы второй такой талант. Ноябрь в окно, паранойя осенний стучится. Ноябрь в окно, паранойя осенний стучится. Ноябрь в окно, паранойя осенний
О, вот это хороший альбом. Вооружен. В сентябре у нас не получилось приехать всей группой, но вот сейчас мы вернулись, приехали, отыграем. Ночью звезды на небе светятся, ночью тихим морем маятся. Если проснулась, то не выдам себя. Не горел возможно, пробил зеркало. Белый саван зимы, он красив на земле, остается следы, что на сохлом небе. Мой город будет стоять, мой город будет стоять, мой город будет стоять. Это такая известная довольно кошка. Я в онлайн-концертах показывал. Вот, давайте, заходите сюда, смотрите, как вы все это хотите снимать. Все, что здесь происходило. Вот с чего мы начнем? Мы начнем с 1977 года. Это год панк-революции. Вот, держите, это Talking Heads. Дэвид Бирн. Такой. А сейчас я вам покажу, что-то у меня тут еще есть. А, вот. А это Sex Pistols. А это Damned. Это чуваки круче, чем Sex Pistols. Это вообще крутые пацаны. А вот первый альбом группы Clash. Это моя самая любимая панк-группа английская, которая была. То есть, если брать 77 год, я могу вам очень много, как бы, знаешь, мы можем просидеть целый день здесь прослушать. Это вот именно, а вот, например, вот, это Art Punk, Television, 77 год, Марти Мун, альбом. Это вот мы смотрели в кино в Астане с тобой, когда ходили. Да, Television. Ну вот, и так по годам. Это на самом деле, когда говорят, что там у меня большая коллекция винила, нет, я просто беру то, что мне интересно, но я видал людей, там, мне друзья там во Франции, в Германии, у них коллекция, у них больше, чем у меня книг, пластинок, как бы, да. Но была возможность. Мы просто канули в такую вещь, что с 95 по 2005 в России не издавалось винилов вообще. И я вот все мои коллекция пластинок, это то, что я зарубежных гастролей, когда ездил, я всегда привозил, как бы, себе так. Поэтому, если, например, вы хотите окунуться в музыку 77 года, Рауль, приезжай ко мне домой, мы можем с утра до вечера сидеть, слушать. Ты попадаешь на необитаемый остров. А? Ты попадаешь на необитаемый остров. И какие 5 записей групп ты бы с собой взял? Не знаю, я просто такой большой меломан, что не знаю. Я бы взял что-нибудь, наверное, Моррисона, первый альбом, Doors, Velvet Underground, первый альбом, Патти Смит, первый альбом, там, не знаю, Clash, первый альбом, там, такие вот как бы вещи знаковые для меня. Но, я бы взял, вот с чего все началось-то на самом деле? Вы же пришли-то рассказывать, а началось все вот с этой вот... Сейчас я вам покажу. Подождите. Вот с чего-то все. Вот. Однажды молодой ученик
8 или 7 класса Актюбинской школы, шел домой и в ларьке увидел пластиночку группы «Аквариум». Она была маленькая, «Миньон», где были песни «Рок-н-ролл мертв», «Тибетская танго» и прочее. Я ее купил, а на следующий день побежал в электрон-магазин покупать полностью вот эту пластинку. И с тех пор вот мы вот то, что стоим здесь, с тобой разговариваем, это благодаря тому, что я купил эту пластинку. Вот она вот есть. Тапсырып отырмын, мен жасым 30-да. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, мен ары қарай тағы да 30 жылға құл болуға мен бармаймын. Акиматы просят огня. Я не вижу смысла быть толерантным. Звонить 0102. Этот блюз становится слишком опасным. Я просто бегу не как все. Но от тех же стреляющих в спину вопросов мы пленники этой зимы. Мы заложники черных глухих коридоров. Инструкторы верят в свой хлеб. Виртуальные боги готовы стать ближе. Еще один скользкий момент. Та грань, за которой никто не услышит. Танцуй, если чувствуешь ритм. Танцуй, это то, чего им никогда не отнять. Мы отдали практически все. Клетка захлопнулась, нам не сбежать, только правда. Тонкий лед под ногами не даст мне солгать. Мы слепые солдаты на чужой непонятной войне. Мы тобою солдаты на чужой непонятной войне. Только небо в огне. Видишь небо в огне. Ну, я не понимаю, как это происходит. У тебя в 17 году выходит песня «Акиматы просят огня». В 22 году в Казахстане случаются январские события. Понимаешь, я как? не то что предчувствую, потому что логика событий такова. Если они будут себя продолжать так же вести, то Кантар он может повториться. Понимаешь, это же был стихийный протест, потому что людей достало. Я вот был участником всех этих событий. Я пришел в первый же день. То есть, когда стали по YouTube-каналам где-то там транслировать, что это западное влияние какое-то, что это наши олигархи какие-то там, Аблязовы. Я пришел сюда, здесь было 3000 человек. Я с ними как бы общался, посмотрел, я понял, что никаких олигархов нету. У людей не было аппаратуры нормальной, чтобы они говорили в мегафон. Понимаешь, когда просто, если подозревать иностранное какое-то влияние или просто влияние олигархов финансовых, то колоночки бы сюда притащили. Я тебе просто могу сказать, как это работает. А тут было просто вот так вот, все стихийно, люди просто вышли, газелисты, нефтяники, всем, кому просто все это как бы в конец остопиздило, как бы весь этот режим. А эти папуасы, которые сидели, наш Аким, который сейчас вошел в какую-то газокомпанию, им попрятались. Они исчезли все, никого не было. И когда ОМОН стрелял здесь в людей, здесь часа 2 была большая потасовка, то есть они резиновыми пулями стреляли, бросали светошумовые гранаты, как бы мы бегали вот со всех сторон как бы отсюда. Хотя началось на самом деле, знаешь, вот я смотрел ваши какие-то YouTube-каналы, вот человек, который на машине в них ударил, это была провокация, на мой взгляд, потому что никто из людей не хотел столкновений с ОМОНом. То есть они думали, что просто дожмут вот просто мир мирным протестом, но когда вот это уже случилось, там уже было не до того. А потом они начинают уходить отсюда. Где-то вот 2 часа, может быть, полиция, ОМОН. Тут приехал ОМОН, он стоял вот полностью по всему периметру. То есть мы даже как-то насчитывали, но их было около 1000 человек, наверное. Это вот они были. И потом они стали стрелять этими газовыми гранатами, слезоточивый газ. И я наглотался этого газа, вот я находился в той стороне, как бы, и первый раз это шок, когда ты до этого не испытывал никогда такого, как бы, я пошел домой.
помыться. И я не успел дойти до дома, живу я тут рядом буквально, и мне вдруг стали приходить сообщения, что ОМОН перешел на сторону народа. И люди, в которых они стреляли, они давай делать с ними селфи, фотографировать. То есть это вот интересная логика. То есть он 20 минут назад в тебя стрелял резиновыми пулями, а теперь он переходит на сторону народа, и ты подходишь, делаешь с ним селфи. Это меня тогда удивило, как бы, в тот момент. Как бы. Я не верил сначала, а потом посмотрел, да, действительно, они, оказывается, снялись, тут стояло очень много спецтехники, они загрузились и уехали отсюда. А уже спустя день-два для меня дошло, поступил приказ. Однозначно, чтобы они ушли и чтобы население сожгло этот акимат. Ну, как будто была нужна очень красивая картинка горящих акиматов. А люди, наши актюбинцы, у нас ни один магазин не пострадал, ничего. Люди поставили заграждение и сидели, смотрели, чтобы, не дай бог, кто-нибудь как бы ни поджег, никакой провокации не сделал. Это вот мирный протест людей, потому что они вышли в тот момент предъявлять претензии к власти. Ни одного коммерческого ларька, ни одного магазина, ни одного поломанного окна не было. Все, что происходило, происходило здесь. Вот именно на этой площади. И потом, когда они все ретировались, люди не стали. Тут были какие-то... Я видел людей, которые оппозиционеры какие-то политические у нас. Может, в Таблязовской партии, я не помню. Но основная масса людей была, это вот просто, достала всех. Когда вот я вечерами тут видел, они жгли костры, и им приносили просто люди покушать, раздачи. Это было такое сочувствие как бы к тем людям, которые сюда вышли. Вот. Ну, и я здесь принимал во всем этом участие, там, не с первого дня, со второго, и до самого апофеоза, а вечером я пришел со своей семьей, с детьми, и вот говорю, смотрите, вот сейчас, может быть, какой-то новый этап истории начинается в нашей стране, что мы, например, эту монархию изжили из себя, что вот клан Назарбаевых, я не хотел бы, чтобы мои дети жили при Назарбаевых, понимаешь? У меня есть строчка, я 25 лет живу при монархии. Вот как бы я не хотел желать своим детям, чтобы они жили при этом режиме. Но жизнь развивается таким образом, что как бы все непредсказуемо. Мы сегодня только с тобой говорили о том, что проблемы января 22 года, они сейчас размазываются на глобальный политикум, который... Все, за что мы тогда боролись, например, в 22 году, вышли сказать, мы можем изменить точку зрения на то, чтобы только у нас был мир. И это очень такой важный компромисс. Вот, не знаю, мне сейчас 50, и как бы я много где побывал, много что видел, но, может быть, я согласен в какой-то мере променять на то, чтобы у нас был мир, на не то, что ограничение свобод. Меня никто не ограничит. Я в 92-м пел все, что хотел, и сейчас пою, что хочу. Но общий массовый вот психоз, мне бы не хотелось, например... Что произошло, например, вообще очень важно. Западная демократия, она показала свою несостоятельность. Несостоятельность в плане в одном. Один человек, один голос. Это не работает, потому что, знаешь, есть люди, которые тащат на себе очень много. Бизнесмены, какие-нибудь просто люди, которые платят много налогов, занимаются благотворительностью, делами, но он один. И у него один голос. А два колдыря со двора, которым водку за 100 тенге предложат, они его побеждают на выборах. Так сейчас произошло в Техасе. Трамп как к власти пришел? Он обещал, он говорил бред, который понятен был любому человеку, что это популизм чистой воды, но он сработал. Американская система демократии дала возможность прийти к этому человеку. Как ты думаешь, Жана Казахстан, про который говорят тут нам из всех телевизоров, может, это случился или нет? Хочу обратить внимание, про Жана Казахстан уже перестали говорить, потому что повестка стала неактуальна. Они не говорят уже про Жана Казахстан. Я понимаю, насколько они вынуждены сейчас балансировать между всей вот этой ситуацией, между войной в Украине, китайской, американской как бы экспансией. Не знаю, все вещи, про которые они говорят, это поменялся вектор просто всего этого вопроса. Понимаешь, когда мы в январе 22-го стояли, мы хотели другой страны. А сейчас мы зависли в таких факторах, что мы понимаем, что нам не дадут стать другой страной. Мы будем от них зависеть. У нас самая большая сухопутная граница с Россией. У нас Китай. В Америке Трамп. Как ты думаешь, в таком случае мы
понимаем, что гайки до сих пор закручиваются, ну это видно по новостям. Возможно ли повторение январских событий? Я думаю, это был бы самый, наверное, плохой сценарий. У меня даже такой стих был, который я нигде не публиковал. Когда из окон акиматов вниз полетят горящие тела, как бы и озверевшая толпа начнет вершить свой суд, тогда мы скажем «да». Вот, как бы, такие вещи. Я бы не хотел, чтобы это происходило, потому что казахский бунт, вот то, что здесь произошло, например, он оказался осмысленным и не беспощадным. То есть, условно, в плане того, что как бы все прошло очень конкретно. Но злить людей до такого состояния внутренне же ты все равно чувствуешь, что люди недовольны в стране. И это по-разному можно выражать свое недовольство. Люди с достатком, они могут уехать, например, из страны, потому что не нравится им здесь жить. А у кого нет денег, например, они свое недовольство будут выражать немножко другими формами, которые более свойственны их культуре, говоря. Поэтому может произойти. Я бы не хотел на самом деле, потому что следующий бунт, он не будет таким. Алмата, которая, вот то, что происходило в Алмате, она покажется цветочками. То есть, поэтому если у власти хватит ума не допустить вот такого социального взрыва, как бы это было бы хорошо. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях. В одном из интервью Егора Летова Летов рассказывал о том, что у него в коллекции или где-то он слушал там, филиппинские, тайландские группы. И я тогда офигел, что нифига, на Филиппинах есть панк где-то, так почему его не может быть в Казахстане на казахском языке? То есть эта идея сама родилась, я еще в школе учился, там, наверное, это год 90-91, а воплотил это уже когда была адаптация. И тогда вот к фестивалю Сасык мы решили, что вот нужно такой проект. Я придумал убойное название для группы Бишара Балдар. И было написано несколько песен таких. Причем песни для этого проекта писались по-другому, не как для адаптации. Это более концептуальный такой подход. Как бы бралась идея, допустим, куплет-припев, что-то обязательно должно шокировать обывателя. Такие темы, там, Шошкан Нье, так-то Жиме, что-то в таком роде. И это сработало очень круто. Или телефонный разговор с господином Назарбаевым. Песня, это же тоже история такая интересная. В каком-то молодежном журнале, когда учился в школе, я прочел о том, что во время записи одного из альбомов Боно из U2, он звонил то ли Бушу, то ли Рейгану со студии. И я говорю, вот какая классная идея была позвонить Назарбаеву со студии. Эту историю мы придумали, просто сами выдумали и сочинили. И там такой сюжет, что как бы я спрашиваю там Нурсултана, как у вас дела? Он говорит, у меня все хорошо, я в Японии. Дальше опять задает такой вопрос, он говорит, у меня все ништяк, я в Швейцарии. Человек путешествует по планете. Все, но все это подается в таком ритме, с такой манерой исполнения, что как бы такая реакция заставляет задуматься о том, что происходит вокруг. 50 ватт, нифига себе он орет. Это еще тут гейн буквально чуть-чуть вытащил. Один, два, раз, два, три. Раз, два, три, один, два, раз, два, три. 777. Раз, два, три, один, два, раз, два. Один, два, раз, два, три.
Рауль, мы подходим к зданию троллейбусного управления. Когда-то в Актюбе существовал такой вид транспорта, как троллейбус. Его в 90-х годах стали усиленно убивать, не без помощи акимата. Как, насколько мне известно, что в акимате сидела женщина, у которой была сеть маршруток. Поэтому такой вид, экологический вид транспорта, как троллейбус, оказался не нужен. Его пытались там возрождать какими-то судьбами, но неважно. Здесь... В конце 91-го года, когда я поступил в Актюбинский пединститут, я прошел и, как это у нас называлось, пробил точку. Точку пробил в плане того, что это вот в советской системе было обязательно иметь вокально-инструментальный ансамбль. Ты пробил точку, это... Пробил точку, да, я пришел туда, у них этого ансамбля не было уже там год, наверное. И когда я им предложил, говорю, давайте я возражу ваш вокально-инструментальный ансамбль, они согласились, говорит, да, не понимая, во что они вляпались. Вот. И они дали мне помещение, дали аппаратуру. Мало того, я тебе расскажу еще очень интересные вещи. У них были плохие гитары. И тогда через правком, профсоюзный комитет, я умудрился купить 2 хороших чешских гитары. У нас был чеченский ансамбль, известный очень в Актюбе. Эти люди сдавали гитары в комиссионный магазин, а я их оформлял и покупал сюда для троллейбусного парка. Ух ты! Вот так, то есть это, в то время это работало вот так, таким образом. И вот мы подходим к этой вещи. Здесь мы базировались, наверное, с самого начала. О группе адаптации, о том, что она появилась, я сообщил своим ребятам, которые играли со мной 1 января 92 года. Вот здесь мы утром 1 января, вон в том окне, смотрите. В том окне, вон в том. Вон, снимите вот это вот крайнее окно, это был кабинет, в котором мне дали. И там состоялась наша первая репетиция именно как группа адаптации. Я смотрю, там какой-то ремонт сейчас происходит. И здесь же мы до 94 года с перерывами базировались, играли подпольные совершенно. Первый актюбинский подпольный концерт вот в актовом зале прошел там. То есть здесь был первый? Да, пришло 100 человек, их привозили разными группами. Люди, это была тогда окраина города. Они приходили по 10, по сколько-то. Сторож был старый дедушка, который был слепой, глухой, ничего не видел. Мы к нему подходили, там, друзья, как бы, ну и нормально. Эта толпа прошла, и все было хорошо. Мы потом все убрали, все эти бутылки, все, что там было, как бы, ну. Вот отсюда, в принципе, и зародился этот, то, что сейчас называется там актюбинский панк. Адаптация вышла отсюда, да. Пройдемте, может быть, посмотрим, да, может, нас впустят. Ну вот, смотри, а тут и двери, раньше не было. Здесь пропускной режим. Тут пропускной режим. Саламатсба. Мы хотели, снимаем кино про группу. В 92 году мы здесь начинали репетировать. Пригласите кого-нибудь начальника, да, и если нас возможно, да, впустите туда. Вот эта дверь осталась старой. Смотри, не поменяли. Я помню это. То есть дверь с того времени? Дверь с того времени, да, советская. Саламатсба. Вы почему не хотите нас пустить, чтобы мы там в эту комнату просто отсняли? Там комнат вообще нет, я же тебе говорю. А я говорю, я видел в окне, что просто хотя бы вот туда зайти, показать меня, чтобы где я 33 года назад начинал свою деятельность. Как вас зовут? Ермен. Ермен, я вам просто объясняю. Третий этаж, полностью, вы там, так как мини-футбол поле сделали. Я видел, да, что там поломаны стены, то есть между вот крайним кабинетом и следующим нету уже стены. Стены, кроме туалета, где остался. Ну, ладно. Это все пустое. Рауль, это уже как бы... Если было бы там помещение, Да мне хотя бы там просто встать, чтобы они запечатлели, сказать, что вот 33 года назад, 1 января у нас была в 92 году первая репетиция группы. Нет, я понял, я тебе говорю. Ну ладно. Нет, я не обижаюсь. Вы человек подневольный, поэтому как бы, да, никаких как бы ничего нет. Ладно, пойдем. Последний раз я был здесь за один день до Кантара.
я приехал снимать фотографию о том, что группе исполнилось 30 лет, и сделал это фото вот здесь на фоне троллейбусного парка, где-то в соцсетях, наверное, у меня все это есть. Ну а потом началось все, что началось. Это был груз 2022. Я тебе туда дал баса, не надо? Не надо. Хорошо. Не, мне сюда тоже баса не надо, вообще. Ладно. А вообще же стоит. Давай так оставим, пока попробуем. Нет, ну так нельзя, он в зале должен быть, это для меня. Просто там его было столько, что глохли, они, видишь, как не убирают. Я что тут убирать, это не комбик так давал. Ты попробуешь там слова? Поехали, уже с голосами будем. Единственное, вот голос, то ты лишь вот я чувствую, что в нем чувствительность, он заводится, поэтому нету четкости. Ее не хватает. То есть он есть. Герман, ответь на такой вопрос. Ты зимой, когда мы приезжали к тебе, ты сказал, что сейчас на твои концерты приходят уже дети тех, кто приходил на твои концерты в 90-х годах. И много молодежи приходит на твои концерты в данный момент. Этот процесс, на самом деле, он еще в середине нулевых начинался. То есть в многих городах, где мы были, приходили люди, которые там ходили в 90-х годах, и они приходили с детьми. То же самое я могу как бы фиксировать такую ситуацию в Актюбе, в своем родном городе, что ходили родители на концерты, потом родители перестают, но приходят их дети, и родители приезжают нас забирать их там после концерта, так как они поздно заканчиваются. Это, в принципе, нормальный процесс. И то, что сейчас опять какой-то поток молодых на концертах, это не бывает постоянные процессы. Бывает там 2-3 года вроде одна публика, потом подрастет какое-то новое молодое поколение, которым там, условно говоря, там от 16 до 20, и они начинают ходить на концерты. И сейчас вот как раз такой период, когда молодых стало больше, и это хорошо. Я всегда для себя считал, что рок-н-ролл – это музыка в первую очередь для молодых. А как же рок-н-ролл мертв? Ну, а я еще жив. Песня неплохая, как бы мы не об этом говорим, мы имеем в виду о том, что если, я считаю, если молодежь ходит на концерты, значит группа жива, актуальна и интересна, и самое главное, тот нерв, ритм рок-н-ролла, который был заложен в эту музыку в 50-х годах еще во времена там Элвиса Пресли, Бадди Холли, какой-то он до сих пор жив. И если на наши концерты ходят там 18-летние, то, значит, группа работает и интересно молодым. Взрослые люди, которые слушают это давно, вот, там, твои ровесники, они никуда не денутся, как бы, они это любят, слушают, но они воспринимают немножко по-другому. А молодежь находит в этом что-то другое, в отличие от тебя. Как ты считаешь, как они... В чем отличие? В том отличие в том, что они во всем этом еще помимо всего видят секс и рок-н-ролл. Молодежь. То есть с этой стороны, да, смотрят. А потому что ритм заводится по-другому. Вы уже немножко по-другому все-таки это воспринимаете. Видели, зная группу 30 лет, ты можешь с чем-то сравнивать, со своим даже жизненным опытом, как ты это воспринимал тогда, в конце 90-х, как это воспринимается сейчас. Ты можешь анализировать время, которое ты прожил, как изменилась страна, мир. А перед ними только все начинается. И вот они знакомятся с адаптацией, они, может, не все альбомы знают, что-то находят для себя близкое, приходят на концерты, как бы скачут, пляшут, прыгают друг на друга, как бы, ну, это нормально. Я люблю вообще, когда люди сломятся на концертах. То есть те, кому надо просто послушать, посидеть, там тексты, все. А есть те, кто прыгают, и это нормально. Рок-н-ролл жив, да? Он жив в нашем случае. Я не могу сказать, что он жив, например, в случае какой-нибудь там, не знаю, группы Алиса, условно говоря. Вот, поэтому в нашем случае он жив, поэтому...
по кайфу умирать ни за что и просто так, оставляя за собой кучу снега. Запирая ворота, стань таким, как ты, зима, чтобы, если натянуть во всю душу пиздануть по послушным головам, по законам и ментам, по всему тому, что так заебало. И коли будущего нет, мама, дай мне пистолет. Бандикоя, 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 бандикоя. Очень, да, это очень хитовая песня, но я ее, например, знаешь, я в 94 году, когда она вышла, я ее не исполнял лет 10. У меня был такой период. В те времена, когда это спокойно было можно, Мы ударим я по головам, ее... если натянуть по законам и ментам. Да, и я ее не исполнял столько времени, у меня период, наверное, 10 лет паузу держал, чтобы мы не стали группой одной песни. То есть я не хотел, чтобы, как вот многие воспринимают там гражданскую оборону, хотя эта группа не одной песни, как по все идет по плану, знали. А у этой песни «Пан Тихой» был такой потенциал, что мы могли стать группой, чтобы все знали настолько по этой песне. Я потом уже, когда написал кучу других песен, ставших в карточке группы, стал ее опять петь. Ну, допустим, сейчас найдется какой-нибудь там деятель, который услышит в этой песне экстремизм. Песни, которой уже 31 год, которую знают несколько поколений молодежи. Там есть моменты какие-то экстремизма, он может ее запретить, изъять с каких-то там цифровых площадок, но она издана и на пластинках, и на кассетах, и везде она есть, на всех торрентах. Что он сделает? Он добавит нам лишней популярности, и эту песню услышит еще столько же человек, сколько слышало до этого. Гипотетически предположим, что ну я не думаю, что это случится, но будем надеяться, что это не случится. Тебя начинают преследовать в отношении твоих песен и говорят, что ты теперь экстремист. Тебя это как-то испугает? Понимаешь, мы же все-таки живем в каком-то там правовом обществе, чтобы доказать, что я экстремист, у них должна быть какая-то база. А за песню, которая была написана 31 год назад и которая издана официально на куче всяких носителей, и то, что они спустя 31 год только заметили в ней экстремизм, это их проблемы. Единственное, что они могут мне, это запретить ее петь, например, а за измену родине? На территории Казахстана. Там вообще... Опять-таки, запрещайте. Вы сделаете эту песню еще популярнее, еще более известнее. Но я не буду, допустим, вы запретите мне ее петь здесь, будете присылать своих людей. Я поеду в Германию, во Францию, ее буду петь. И туда придет народу в 2 раза больше, потому что они будут знать, что эта песня запрещена в Казахстане. Я просто надеюсь, что все-таки у людей, которые этим занимаются, у них какие-то мозги есть. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Стадионах аншлаг, в прямом эфире беда. Ты виртуальный боец, твой псевдоним пустота. Не трать мгновенья на то, чтоб реставрировать сны. Когда в глаза смотрит вечность, за спиной костры. Задерни шторы и выключи свет до утра. По новостям льется кровь, это такая игра. Соседи тоже не лучше, хотя и могли. Но нет ни стен, ни границ, мы дети этой тюрьмы. Планету ко дну. Они зовут за собой: остановите войну, остановите войну, остановите войну, остановите войну. Ты на самом деле веришь про то, что они вот там сейчас вот обнародовали такую вещь, что там они давали деньги на проведение какой-то там оперы, гей-оперы или какой-то, чтобы... Это вообще... Да такие вот... Это фейк это обычный, фейки, да. мне кажется, да, это трампийский фейк. Трампийский фейк, да. Потому что они закидывают специально, потому что вот эти реднеки, которые как бы его электорат есть, они это жрут. Нормально. Он скинул, говорит, оказывается, говорит, $2,5 миллиона там на гей-оперу в Гватемале, блядь, отдали, как бы. Эти сидят, говорят, да вы чё? А ты заметил, как сообщество поднялось, вот это совковое, да, то есть? Да. Они рады, мы победили, понимаешь? Они победили, да. Может быть так, не знаю, судьбы мира. Ай. Как бы нам не пришлось всем уезжать куда-нибудь в Европу и биться за европейские ценности,
на фронтах Третьей мировой, блядь, понимаешь? Потому что это же как бы взгляд просто на мир определенный, вот, который есть, европейский, то, что вот мы, например, с тобой поддерживаем ценности. Но при этом в самой Европе живет куча людей, которым вообще это нафиг не надо. Они хотят жить при тоталитаризме, с Орбанами, со всякими там альтернативами для Германии. Ой, хотелось оставить детям какой-то мир такой, знаешь, чтобы более поспокойно, оказывается, не выйдет. Когда ты просыпаешься в другой реальности, вот сегодня то, что я с утра там прослушал, это нам вот так трагично. Представляешь, жителям Украины, вот, которые как бы 3 года живут в этом кошмаре, и каково им вот это вот все сидеть, слушать. На этот, короче, на концерт Алисы в году, наверное, уже... Я не любитель Алисы, там был до 95-го года, по-моему, да. Мне утром не пришло сообщение по WhatsApp от одного товарища. Он говорит, началась война, она типа там, спокойно, да, так описала. Смотрел, конечно, жесть, потому что я всегда был антимилитаристом. Я не подчеркивал войну, я рокер. Рокеры всегда были против войны, потому что насилие это не тот способ, как бы, чтобы добиваться каких-то перемен в обществе, оно ни к чему ни хорошему не приводит. Поэтому, естественно, я сразу высказался против войны. Меня удивило то, что очень много людей, которые были вокруг меня, они вдруг оказались сторонниками войны. И получалось, что когда я пел песню «Остановите войну» столько лет, они ее не так понимали. То есть они хотели остановить какую-то другую войну, а не эту войну, которая началась. И это очень интересный такой момент, когда я пел «Жизнь в палестинском государстве» против, например, режима Назарбаева, это воспринималось все хорошо. А вот если после 22 года я задел их Путина, то это вообще неприкасаемая фигура. Я это слышал от людей, которые были много лет рядом вместе со мной. И как бы это такая ломка была, ну, первые месяца 3-4 точно. То есть я не понимал, почему вокруг меня оказалось столько людей. Ну, их не так много, ну четверть. Может быть, когда ты принял решение о том, что ты отменяешь концерт? Я сразу их отменил. У нас был запланирован тур, мы успели отыграть его в Казахстане, а потом следующие концерты были Самара, Москва и Питер. В Самаре делала «Эхо Москвы», занимался, у меня там товарищ знакомый работал, как бы их первых прикрыли, и там не стало, ну и я потом, видя весь этот, как бы, как это сказать, агонию, вот эту вот всю, то есть они стали кайфовать по войне, я сказал, не, я туда не поеду. Сначала это было такое решение просто взять паузу, потому что я не понимал. И мне звонили мои друзья с Украины, которых бомбили. Как бы, говорит, Ремин, ты поедешь сыграть или нет? Просто вопрос такой, типа, в страну, которая как бы по нам сейчас фигачит. Я сказал, нет, не поеду. Я возьму паузу. Просто мне надо немножко подождать. Причем, как бы, я Россию как страну-то очень сильно люблю. Я очень много там, я жил там даже одно время. Но я такое ее видеть не хочу. Поэтому как бы вот с этими Z и V, со всеми делами, плакатами, как бы я ее не застал, в таком виде не видел, и слава богу. Среди твоих, я знаю, что среди твоих поклонников, судя по комментариям в Ютубе, которые я читал на твоем канале YouTube, среди твоих поклонников много разочарованных твоих поклонников, которые пишут тебе: Ермен, ты вот вроде как предал наши идеи и все остальное. Нет, на самом деле это их не такой большой, как бы, какие идеи я предал. Ну, их, видимо, их идеи, как бы. Я же все время пел там анархия, peace and love и все дела, как бы. Поэтому я не думаю, что я кого-то там предавал. Наоборот, я радуюсь тому, что в России очень много адекватных людей, которые, несмотря на все происходящее, приезжают в Казахстан на концерты слушать. Они покупают мерч и просто как бы реагируют. Сейчас в России, вот пока мы смотрели твою позицию, кстати говоря, сейчас наступил такой период времени, когда особенно то, что мы называли раньше роком, русским роком, все остальное, переживать не самое лучшее время, площадки разделились очень сильно, и мы видим, когда трансформацию этих людей
которых мы считали раньше какими-то, ну, какими-то, может быть, кумирами и все остальное, особенно люди, которые выросли в 80-90-х годах, мы видим какую-то странную трансформацию. То есть люди поддерживают войну, а некоторые выступают под Z символикой. То есть это что? Рауль, давай я тебе скажу самое главное. Я тебе показывал вот эту пластинку группы «Аквариум». Вот этот человек, который я услышал, когда мне было 14 лет, он меня не предал. Есть еще один человек с группы ДДТ, которого я тоже в детстве, когда мне было 14-15 лет, я слушал, он тоже остался нормальным. Остальные умерли. Те, кто там что-то как-то себя повели, мне это не важно. Вот у меня есть два чувака, которые, по крайней мере, я помню, что когда мне было 14 лет, я был пацаном, я их кассеты там покупал, записывал. Они меня не предали, и этого достаточно, абсолютно. Слушай, ну ты как человек, который работаешь в этой сфере, я пытаюсь понять, что, ну, как бы, ты ответил на этот вопрос. А что с ним произошло? То есть был же рок-н-ролл? Слушай, тут произошло очень... Понимаешь, человек мог играть в свое время, там, в конце 80-х годах, на фестивалях «Рок против сталинизма» вместе с «Гражданской обороной». Его предоплясывал, у нас был такой общий знакомый, Саша Чернецкий, из группы «Разные люди» с Харькова. Но я сколько помню, когда в Питере был, я как-то к нему не прихожу домой, у него всегда включен телевизор был. И, видать, это потихоньку в него впилось, поэтому он сейчас как бы занимает на этих позициях. Я помню, как-то был такой случай интересный в Питере. Я шел по улице в косухе, в джинсах, узких, как бы все. И меня берут просто за то, что я азиат. И начинают говорить: у вас есть страховка медицинская? А я знаю, что нам не нужна. Страховка была гражданам Казахстана, въезд. Они говорят: нет, вот зайдите в магазин сотовой связи, оформите страховку. Это какой-то местный депутат напряг. Не то, чтобы 2 дня как бы всех азиатов напрягали. А я шел к Чернецкому тогда в гости, как бы. И мне 3 раза остановили, представляешь? Я говорю: блин, да вы достали. Говорю: какая страховка? Вы что, с ума, что ли, сошли? Не нужна была эта страховка. И захожу к нему домой, а это 17-18 год, не помню. Говорю: Саш, говорю, мусора, говорю, а вообще охренели. Ну просто как бы так. Он говорит: Евгений, ну ты же понимаешь, какая сейчас террористическая угроза. То есть он тогда уже во все это подписывал. Человек, который играл на фестивалях «Рок против сталинизма». Сейчас он готов ставить памятники Сталину, как бы всем. Он вот в этой комнате раньше ставил диван, он жил здесь у меня дома, ночевал. А когда бомбили Харьков, он говорил: Салары их задавить, как бы там, все. Он писал «Первые дни войны», я от него отписался, потому что это был другой человек, я его с детства знаю, слушал, как бы, ну вот он стал людоедом. Вот так. Чувак играл на фестивалях «Рок против сталинизма», а потом просит, чтобы бомбили его родной город. Как бы. Ну как вот, нормальный он или ненормальный, или я ненормальный, я не знаю. Но как-то вот не могу я больше общаться вот с ним, и мы как-то немножко расходимся очень сильно, понимаешь? И я понимаю, что, не дай бог, если что-то коснется нас, он не будет жалеть никого, потому что у него такого нет понятия жалости. Нет в обмен на продовольствие, а смерть приносит избавление. Миром правят старики, мавзолейные явления. Нет в обмен на декорации, как живется, братцы-кролики, в слой казенной резервации, там, где крестики, нолики. Пермен, у тебя вышел новый альбом под названием «Масаракш». Это явная же отсылка к Стругацким? Да, к обитаемому острову. Это завершение твоей трилогии, начиная с «Груза 2022», потом «Черный карнавал», и ты таким образом завершаешь свою трилогию этим альбомом. Да, это трилогия времени Лихомора, которая началась с начала войны в Украине. То есть вот первая реакция на эти события был альбом «Груз-2022». Мы об этом уже с тобой говорили. Потом «Черный карнавал». И в конце прошлого года должен был выйти вот очередной альбом, закрывающий эту трилогию. Но немножко у меня не получилось со временем.
ну, вот спустя там 3 месяца альбом вышел. Название возникло, наверное, уже буквально в тот период, когда мы заканчивали сведение альбома. У меня первоначальные варианты были «Лихамор Дэнс» или «Шайтан Заман», но потом как-то вдруг в памяти всплыло это слово, этот образ «Мир наизнанку», и я понял, что вот именно оно как раз отражает всю эту ситуацию, к которой мы пришли. И, в принципе, я бы сейчас даже рекомендовал тем, кто слушает этот альбом, слушать его как трилогию. То есть после того, как люди прослушают новую пластинку, послушать 3 альбома вот за подряд. Это не так много времени займет. Они в формате, по формату у меня все одинаковые. В каждом из этих альбомов по 5 песен и одному стихотворению. 20 минут, я так понимаю, они. Нет, не 20, где-то минут 25-27, да. Я послушал альбом твой, и меня, честно говоря, поразила сразу же первая песня «На круги своя». Ну, хтонь, возвращающаяся назад, то есть хтонь возвращается на черные квадраты. Это же отражение того, что сейчас происходит, по-моему. Да? Ну да, это образ, это был сначала стих, написанный в конце 22 года, и я как бы прям очень изначально мне хотелось сделать из этого песню. И все надо было найти какой-то ритм, мелодию. Ну и вот в это и есть что-то такое плясовое, низовое, скажем так, чернушное даже в этом есть. И поэтому оно так работает и стало заглавной песней в этом альбоме. И еще меня поразила песня, нет, там все песни прекрасные, но Кожанка, Маузер и Полномочия, это, по-моему, ну, такая, как забили гвоздь просто, вот я не знаю. Это песня, у которой есть история. История, она и смешная, и страшная в своей сути. Так. То есть я тебе расскажу такую историю. В 22 году, после начала войны, естественно, началась какая-то реакция у всех людей. Каждый высказывал свое мнение, отношение к этим событиям. И в Фейсбуке один мой знакомый российский музыкант, который придерживался либеральных ценностей в свое время, вдруг выпускает такой пост: «Я родину за баксы не продаю». А я его очень хорошо знаю и так понял, что человек впал в глубокий запой. И как бы мне было интересно, я ему там что-то написал, он мне очень грубо ответил в какой-то форме, я понял, что я оказался прав, что да, человек пока пьет, и я его не беспокоил. Прошло какое-то время, наверное, пару-тройку недель, уже как бы, ну, все немного стали привыкать к новой реальности. И он мне присылает аудиосообщение. Он уже забыл о тех наших разговорах. И аудиосообщение, которое он получил от другого российского музыканта, которого я тоже знаю, такая группа там 3-4 эшелона. Человек, который, в принципе, можно сказать, после начала событий в Донбассе стал паразитировать на этих вещах. Немного как-то, знаешь, такая андеграундовая чечерина. Можно его назвать, да. И он отсылает ему звуковое сообщение, говорит: слушай, ты, говорит, думаешь, я поверю в твою искренность, в том, что ты действительно поддерживаешь СВО? Говорит, я все помню, где ты выступал, говорит, что ты говорил, все твои взгляды. И говорит, мы обязательно, говорит, придем за тобой. Дальше произносит еще несколько фамилий музыкантов, и в том числе, говорит, за Казахом Ерменом придем, да. И говорит, а знаешь, говорит, почему я так уверенно об этом говорю? Говорит, а потому что, говорит, у меня сейчас есть Кожанка, Маузер и Полномочия. А потом с таким диким кайфом, уже немножко потише, говорит, Кожанка, Маузер и Полномочия. Я когда услышал, я понял, вот готовая песня. То есть должна быть песня с таким названием. И когда стал обдумывать, я понял, слушай, ну, 2 раза как бы паразитировать такой припев не должен быть. Об этом надо найти еще 3 слова, которые хорошо описали бы эту ситуацию. Я их нашел. Шариков, Швондер и Чикатило. Так родилась эта песня. Она может быть местами где-то немного плакатно, но в нынешней ситуации, в контексте этого альбома, этой трилогии, она очень хорошо работает. Такой песни там не было, и она должна была быть. Кожанка, Маузер и Полномочия. Кожанка, Маузер и Полномочия. Кожанка, Маузер и Полномочия. Кожанка, Маузер и Полномочия. Павлик Морозов ни разу не умер, а тело его процветает, живет. Каждый себя уважающий фюрер делает все, что того был рот. Масса книга стоит на любовью, а будут калечить, как дяди дорогие. Ночью в тебе постучатся и скажут, ничто не забыто, никто не забыт. Шариков, Швондер и Чикатило.
Чикатило, ждали как швундер, и Чикатило, ждали как швундер, и Чикатило, ждали как швундер, и Чикатило. Сама цензура, то, что где-то еще запрещают музыкантов, то, что происходит в России, это, конечно, полная дичь. Как бы я считаю, что в наше время... В свое время, знаешь, что интересно, я помню, есть такой музыкант Юрий Наумов. Он сейчас живет в Америке, а сам в Новосибирске жил, в Питере. Он давал одно интервью перед отъездом в Америку, где-то в году 90-м. Ему задали такой вопрос: Юрий, как долго еще у нас будут запрещать рок-музыку? И он сказал тогда, говорит, рок-музыку, говорит, у нас, говорит, перестанут запрещать тогда, когда к власти придут хотя бы ровесники Джона Леннона. Он глубоко заблуждался. Потому что сейчас мы видим у власти как раз ровесники Джона Леннона, но сколько, целые, опять появились запретные списки, то, что было во времена Андропова, когда там списки 100 западных групп, там 100 отечественных исполнителей. Сейчас мы опять видим, к сожалению, что это значит, что, в общем-то, по большому счету ничего не изменилось. То есть вот этот вот виток перемен, который, условно говоря, там с года 87 по 2000 или там 2004, можно, допустим, сказать, период, когда родилось вот это свободное поколение, мое и кто последующее за ним, как бы потом все стало откатываться назад. И все вернулось опять сейчас в какой-то, я не знаю, 82-й, 80-й год. Я уж не помню, тогда был вообще там в начальных классах учился и не знал, насколько были запреты, но идеологическое давление тогда было сильное. Да, это там культ Ленина, там, враги полмира, там Америка, вашингтонские ястребы, израильская военщина, все это как бы помнится из детства. Ты еще говорил, что эти представители внутренней политики КНБ, вот они о чем говорили? Хотя я так понимаю, что они говорили организатору про касту. Ну, да, они в качестве примера приводили, что вот, например, там хотела вроде группа Каста приехать, говорит, они на своих концертах там говорят о политике, выступают против СВО, типа, говорит, а мы этого не допустим. А я говорю, а сейчас у них тур большой по западному Казахстану, и билеты все раскуплены. Они говорят, ну вот если к нам приедут, типа, мы будем с ними разговаривать. То есть представители казахстанских властей не хотят, чтобы со сцены музыканты говорили против войны. Очень странно. Мне вообще кажется, вся эта система, здесь все зависит от каких-то конкретных людей. Вот сидит один человек, ты вспомни вот эту историю, когда хотели отменить благотворительный концерт группы Би-2 в Семии. Группа играла концерт, все средства, которые хотела перечислить жертвам наводнения. А на Би-2 ходит очень много народу, и билеты дорогие, эти деньги как раз лишними бы не были, чтобы помочь. Но тут нашлась у них в областном маслихате какая-то депутатша, которая вот по инерции, узнав, что группа Би-2 в России является агентами, посчитала, что надо запретить им играть в Семье. В итоге общественность взбудоражилась, депутат получила свою порцию критики в социальных сетях, и концерт состоялся, деньги были перечислены, пошли там на помощь пострадавшим. Как ты думаешь, почему сейчас мы видим, ну, скажем так, относительно небольшое количество групп, которые поднимают социальные вопросы? Я не знаю, наверное, спросить это как бы в групп может неинтересно им, хотя, не знаю, жизнь дает столько сюжетов и всего, столько происходит несправедливости в мире в данный момент, на который надо реагировать каким-то образом, пытаться что-то изменить. Может, люди не хотят перемен, или какое-то вот есть, может появиться новое поколение, которое будет другим, а те, кто условно считает себя хипстерами, те просто как бы подвержены гедонизму, каким-то таким вещам. Сейчас появилось вообще выражение «новые тихие», понимаешь, для российского контингента, там, молодежи, люди, которые не согласны с тем, что происходит в их стране, но понимают, что они ничего не могут изменить. То есть это такая внутренняя миграция. Это интересно. То есть в 80-е годы в конце в Питере было такое движение художников, близких к группе кино, кстати, они называли себя «Новые дикие». А сейчас целая прослойка социального влияния «Новые тихие». Вот так. Я не погиб во время бомбежек, во время пожаров, и я не горел. Я уцелел во время репрессий, и снайпер не мог меня взять на прицел. Голодный год был здесь как свинья.
во время потопа не смог утонуть. В гражданской войне был сам за себя, предал родину несколько раз, был проклят всеми, но остался живой, остался живой, и остался живой, остался живой. Очень много хочу успеть сделать. Вот как-то у меня ко времени такое ощущение, что очень много, наверное, несмотря на то, что говорят, что ты столько сделала, мне кажется, что я столько не успел сделать. И поэтому сейчас я ко времени так отношусь и стараюсь все вот эти свои творческие проекты воплощать в жизнь. То есть надо успеть. Кто знает, сколько нам всем отпущено. Поэтому... Меня никто не любил, я был проклят всеми, но я остался живой, остался живой, я остался живой, остался живой, я остался живой, остался живой, я остался живой, остался живой. Утро начинается с песен Лидии Ланч. Голос в динамике срывается с крика на плач. Бывает, я тоже кричу и плачу, в основном от бессилия, когда не могу дать сдачи. Кофе бодрит. Главное не читать с утра новости. Это старый рецепт, чтоб не стать зверьем или сволочью, не уподобиться тем, кто летит с обрыва в Волгалу на кладбище древних воров, на бешеный пир каннибалов. Я иду по 101-й улице, в самом центре коровы Евразии, скифы, гунны, монголы, русы растворялись здесь в разнообразии кровожадного человечества, коллективного одиночества. На руинах их крепостей я оставлю свои пророчества.